Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Национальное радио Ингушетия, наша волна 88,8 FM. Для вас работают Амир Сачуев и Милана Манкиева. И сегодня, друзья, Всемирный день радио, и мы готовы вести наш прекрасный эфир. Ежедневно Национальное радио Ингушетии дарит жителям республики хорошее настроение. Сегодня у тех, кто делает наши дни ярче и обещает, что все будет хорошо. Профессиональный праздник. 7 мая – День радио. Ты можешь прийти не выспавшийся, голодный, с плохим настроением. Накануне может проиграть твоя любимая футбольная команда. Может случиться что угодно, но как только ты садишься сюда и загорается красная кнопка прямого эфира, ты должен все свои проблемы оставить, улыбаться и вести эфир весело, потому что люди по ту сторону микрофона, по ту сторону эфира, да, грубо говоря, в маршрутках утром тоже люди могут ехать с плохим настроением на работу, в такси, где угодно, дома кто-то проснулся с плохим настроением. И когда ты слышишь из радиоприемника позитивный голос, который говорит тебе, что сегодня прекрасный день, несмотря ни на что, то у людей тоже появляется хорошее настроение. Поэтому, как только ты садишься за микрофон, у нас с Миланой не было ни разу, чтобы мы начинали там, типа, ну, здрасте, приехали. Вот типа того, что всегда бывает весело, всегда бывает позитивно. Поздравить радийщиков с их профессиональным праздником приехал глава Ингушетии Юнузбек Евкуров. Он отметил, что День радио объединяет всех работников сферы электронных средств коммуникации, кто своим трудом и талантом формирует информационную среду современного российского общества. В первую очередь творческих успехов, здоровья, счастья и с учетом такого наступившего священного месяца Рамадан выдержать этот пост, в том числе на благие дела и деяния. Ну и чтобы дом был у вас прекрасно, хорошо, чтобы никто не болел, чтобы никто вас не огорчал. Ну и надеюсь, что вам руководство, в том числе в честь праздника, выделить какую-то премию. Вот мы тоже на это надеемся. Тоже надеюсь, что вам эту премию дадут. Также Юнузбек Евкуров ответил на ряд вопросов журналистов. Один из них касался радио «Ангушт», которое в скором времени планирует запустить на базе национального телеканала. Тот проект, который был по радио «Ангушт», не по нашей вине, а по вине того человека, кто за этим стоял. Этот проект просто провалился. Надо было, конечно, там не стояла задача, чтобы это радио акционировать, так же, как и сейчас не стоит задача. Тогда была задача именно на базе НТК создать вот радио «Ангушт», и чтобы это радио вело как религиозные, так и передачи по различным адатам, ну, и связанные с таким духовно-нравственным воспитанием, патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Ну, как информационный ресурс в том числе. Но получилось, как получилось. Вот сегодня мы уже получили и разрешение, и частоту, и я надеюсь, что в течение этого месяца радио «Ангушт» уже заработает. Оно будет дислоцироваться на базе НТК, и здесь будут готовиться материалы, то есть они будут читать и наше национальное телевидение. Впервые День радио отметили в Советском Союзе в 1925 году. Но сам праздник уходит корнями в далекий 1895 год, когда выдающийся физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил пробный сеанс связи. То, что 120 с лишним лет назад казалось волшебством, сегодня вполне привычное явление. Благодаря профессионализму, оперативности, мастерству радийщиков жители Ингушетии имеют возможность быть в курсе всех событий, происходящих в мире, стране и республике. Нас слушают не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Каждый свой эфир сотрудники радио стараются провести как можно интересней. Обычно я слышу наше радио Ингушетия. Там они обсуждают интересные вопросы, актуальные. Поздравляю всех, кто вообще слушает радиостанции любые с профессиональным праздником. Радиоведущих, работников радио. На вкус и цвет товарищей нету, у каждого свои вкусы, кто что любит слушать, кто-то музыкальные какие-то программы. Сейчас большое разнообразие, особенно в Москве, большое разнообразие радиостанций, не знаю, как в Ингушетии с этим делом обстоит. Там можно и какие-то литературные передачи слушать, и ретро-радио, и разные музыкальные станции. Радиоэфир на национальном формируется с учетом мнения слушателей. Радийщики поднимают настроение, предлагая интересную тему для обсуждения, а вслед за темой море звонков и мнения жителей республики.
На самом деле темы самые разнообразные. Берем мы их в большинстве своем из интернета, конечно же, потому что сейчас вся информация выкладывается оперативно, очень оперативно в Инстаграм, ВКонтакте и прочее. Другие новостные порталы есть, где можно эту информацию отследить и понять, что людям интересно. Но предполагать можно бесконечно, но по тому количеству звонков, которые поступают во время эфира, ты можешь понять, людям близка эта тема или нет. Вот если привести даже элементарный пример, безопасность на дорогах и то, как стоит себя вести, и еще более важный момент, как не стоит себя вести на дорогах, он вызывает, можно сказать, очень бурную реакцию наших жителей, потому что все мы прекрасно знаем, что эта проблема очень, скажем так, остро стоит в нашем регионе, поэтому мы стараемся говорить об этом очень часто, и наши неравнодушные жители призывают других водителей, скажем так, которые не соблюдают дорожную этику, дорожный эздел, к порядку. На сегодняшний день Национальное радио – это более 10 часов прямого эфира в сутки, десятки звонков и СМС из разных регионов страны. Наши коллеги ежедневно готовят материалы, насыщают эфир интересными программами. Национальное радио регулярно расширяет собственный контент, чтобы у слушателей был выбор. Задача, так же как и перед другими радиоканалами, стоит одна, чтобы иметь как можно больше и шире аудиторию, нашу слушательскую. И поэтому перед коллективом радио, очень-то небольшим коллективом, мы всегда ставим задачи, чтобы все, что мы делаем, было интересно и полезно людям. И чтобы оно делалось вместе с людьми. Вот именно поэтому на радио практикуются прямые эфиры, интерактивы, чтобы люди в процессе слушания радиопрограмм могли бы задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. И именно поэтому в большинстве наших интерактивов ставятся вопросы прямые зрителям, что они на эту тему думают, что они об этом хотели бы сказать. Поздравляю и наших работников нашего радио, и, в общем-то, коллег с других радиоканалов, и частных, и государственных, с Днем радио. В общем-то, понятно, что радио сегодня самое доступное и самое оперативное средство массовой информации. Желаю всем, в общем-то, чтобы эта оперативность у нас присутствовала, чтобы интерес к радио не пропадал. Ну и чтобы мы всегда нашим радиослушателям несли только добрые и позитивные новости. На Национальном старается учесть вкусы всех своих слушателей. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Словом, включайтесь в волну 88,8 FM. Это не только интересно, но и полезно. Слушайте Национальное радио на волне 88,8 FM. И у вас всегда будет хорошее настроение. Светлана Томова. Хамзат Халухоев. Новости 24.